В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Герб остается прежним. Сухумские депутаты не одобрили новую версию герба столицы. Саженцы на любой вкус. Институт сельского хозяйства предлагает всем желающим рассаду. С Божьей помощью в селе Владимировка восстанавливают церковь. В администрацию города Сухум поступило письмо, в котором Абхазская православная церковь обращается к главе города с просьбой изменить герб Сухума. Претензии служителей церкви к гербу заключаются главным образом в том, что на нем изображены нехристианские шестиконечные звезды. Письмо, как того требует процедура, было перенаправлено в Сухумское городское собрание на рассмотрение. К какому решению пришли депутаты, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Елены Лолова. Депутаты отказались менять герб Сухума. Свое решение они мотивировали тем, что в предложенном варианте нового герба акцент сделан на христианской символике. А Абхазия, как известно, многоконфессиональная и светская страна. Автор нового варианта герба – главный художник Сухума Руслан Габлия. Создателем действующего варианта городской символики является его предшественник на этом посту художник Тимур Кайтан. Главное возмущение вызвало у депутатов, я христианин православный. Но в городе у нас многоконфессиональная страна, и в городе большая диаспора и мусульманская, и всех остальных. У нас нет государственной религии. У нас одна, по-моему, свидетель Иеговы запрещены, а все остальные зарегистрированы в Министерстве юстиции. И дабы не возникала никакая межрелигиозная рознь, депутаты, я думаю, мудрое решение было, что решили отклонить. При работе над представленным вариантом герба учитывались богатые христианские традиции народа и страны, сказал его автор Руслан Габлия. Восьмиконечная звезда – это Вифлеемская звезда, объяснил он. Всадник не безымянный воин, как на действующем гербе, а святой мученик Евстафий Апсильский, воин, пострадавший от нашествия сарацин в 738 году. Колпачки со звездами, шапки диаскуров. Художник не согласен с мнением, что в его варианте сделан уклон в сторону религиозной тематики. Я хотел, чтобы этот всадник не был безымянным, чтобы этот всадник был известным. У нас есть история, наши храмы, наши церкви, которым вся Абхазия усеяна, мы не можем их отрицать. Это было. Почему я его на этом гербе акцентированно сделал? Мы нуждаемся в защите. Нам нужны защитники. Не какие-то защитники, непонятно кто, а вот наши защитники. Если мы не встанем, мы не будем защищать и себя, и свою страну, и нашу столицу, никто с нами вместо нас это делать не будет. Менять или нет городскую символику? Этот вопрос Константин Пиля вынес на обсуждение в социальную сеть Facebook. Большинство участников дискуссии высказались против этой идеи. В символике не должно быть религиозных мотивов. Более того, церковь не должна вмешиваться в мирские дела. Герб остается прежним. Впрочем, те, кто недоволен отсутствием в нем христианских мотивов, могут вновь поднять этот вопрос перед столичным руководством. Елена Лолова, Альдар Дамиров, Абхазское телевидение. В повестку дня очередного заседания Сухумского городского собрания также был включен вопрос об изменении количества избирательных округов в столице в сторону уменьшения. Сейчас их 26. Параллельно сократилось бы число городских депутатов. Однако эта инициатива не получила одобрения большинства депутатов столичного собрания. Помимо этого, на заседании депутаты ввели в состав городской избирательной комиссии новых членов. По практике работы на заседаниях я видел, что больше 13-14 депутатов никогда не ходило на работу практически. На первый созыв, когда созывается все 25-26, а дальше 14 практически очень редко было. И подумывая, что если мы уменьшили бы, мы, конечно, увеличивали бы сам округ, и депутату случайному тяжело было бы попасть. Уже это был бы конкурс, уже мы говорили уже о качестве, мы думали о меньшем количестве депутатов, но уже о качестве. У нас избирательная комиссия городская состоит из 9 человек. Из них 4 распоряжением главы администрации, 5 утверждает собрание. Из 5 членов собрания мы ввели в состав Зухба Мизана, Хашба Астамура, Гумба Юлию, Гумба Кристину и Квициния Мадону. 60 миллионов рублей – такова начальная цена покупки дома отдыха «Псоу». О продаже этого объекта объявила конкурсная комиссия по приватизации объектов республиканской собственности. Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе – 20 дней. Аседа Малия более подробно расскажет об условиях конкурса.
Главным обязательством соискателя претендента на покупку дома отдыха ПСО сохранение профиля объекта. Соискателю важно учесть все указанные условия конкурса и, более того, представить наиболее выгодное предложение. Изначально этот вопрос рассматривался как развитие курорта, безусловно, никак иначе. Поэтому стоит цель сохранить объект санаторно-курортного назначения. Начальная цена, как одно из условий, основных условий конкурса, нами определена немного выше оценочной стоимости. Сегодня это в 60 миллионов рублей. Мы подразумеваем и внесение залога предварительно от всех соискателей, для того, чтобы не то что отсечь, но какое-то доказательство серьезности намерений. 8-этажный дом отдыха ПСО, построенный в 70-е прошлого века, работает 3 летних месяца в год. Несколько лет назад в здании и прилегающих к нему корпусах были проведены частичные ремонтные работы. В номерах дважды заменена мебель. Кстати, количество номеров в основном корпусе дома отдыха 112. Еще 48 номерами располагают летние корпусы. Также к дому отдыха относятся расположенные в главном и прилегающем корпусах бары, кафе, предусмотрены детский городок и бассейн. Для любителей спорта на территории дома отдыха предусмотрены теннисные корты, площадки для волейбола и мини-футбола. Прилегающая парковая зона также требует постоянного ухода. Несомненно, для того, чтобы поддерживать дом отдыха в надлежащем состоянии, необходимы большие вложения. Естественно, в первую очередь с целью реконструкции и модернизации достаточно устаревшего уже на сегодняшний день имущественного комплекса. Все это началось по инициативе соискателя, который готов принять на себя обязательства, инвестировать в реконструкцию и модернизацию этого объекта до миллиарда рублей. Это для нас серьезные инвестиции. За эти деньги можно сделать там курорт такой повышенной комфортности, очень приличный, с развитием инфраструктуры. Поэтому это обстоятельство послужило предметом нашего обсуждения и итогом принятия закона мы объявили конкурс. А конкурс – следствие того, что если вдруг найдутся соискатели, которые готовы вложить туда эти средства, то мы, безусловно, рассмотрим их заявки наравне со всеми остальными. С 2006 года по настоящее время государственный объект находится в аренде у братьев Джугелия. По словам одного из арендаторов, Тамаза Джугелия, за год в виде налоговых платежей в бюджет страны поступает около 10 миллионов рублей. Он признается, что планирует участвовать в конкурсе, чтобы выкупить объект, и уже подготовил проект. Что касается финансовой стороны вопроса, то по условиям конкурса первый взнос составит 5% от общей суммы стоимости объекта. Объем инвестиций при этом не должен быть менее миллиарда рублей. Эти вложения должны быть осуществлены в течение 6 лет. Отступление от обязательств влекут за собой штрафы. По словам председателя комиссии Константина Кация, в Госкомитет по управлению госимуществом и приватизации заявок пока не поступало. От соискателей они должны быть направлены в комитет в закрытых конвертах, которые будут вскрыты комиссией единовременно по завершении приема заявок. Асида Малия, Саид Агухава, Астамургошба, Абхазское телевидение. Абхазия – излюбленный туристами курорт. С каждым годом достопримечательности нашей республики привлекают все больше тех, кто хочет насладиться красотами природы субтропиков. В скором времени еще один туристический объект – пещера Голова Отапа может стать излюбленным местом туристов. О том, как пещера готовится к летнему сезону, в репортаже Сарии Смыр. Пещера Голова Отапа была открыта сравнительно недавно. Необычность тут вносит экстрим. Отдыхающим на входе выдают сапоги, каски и фонари. Здесь это считается обязательным. Искусственного освещения здесь пока еще нет. А чтобы попасть вглубь пещеры, нужно проплыть по узкому проходу на этой вот лодке. Сегодня пещера Голова Отапа уступает пещере Абраскила лишь только по благоустройству, но никак не по живописности и уникальности. Ее первооткрыватель, местный житель, 34-летний Валерий Адлиева. Здесь вместе со своей семьей он трудится практически днем и ночью. Многое уже сделано. Расчищена дорога, строится Апацха, территория вокруг облагораживается. Еще летом для благоустройства пещеры государством был выделен 1 миллион рублей, но, как оказалось, этого недостаточно. Государство помогли 1 миллион денег.
Сами видите, что сделано, что не сделано. Уже пасхи стоят, уже комнаты есть, и рынок, остальное уже пещера остался. К природе пещеры особый интерес спелеологов. По словам Валерия Адлиба, группы исследователей приезжали не раз. Судя по всему, исследования здесь продолжаются. Анализ кристально чистой воды уже сделан. Предстоит выяснить, какова настоящая глубина пещеры. А пока маршрутный путь проложен по 4 основным залам на протяжении 800 метров. Большая работа предстоит именно внутри пещеры. Необходимо обновить деревянные мосты, провести свет в пещеру. Но для того, чтобы привести все в надлежащий вид и сделать безопасным для посетителей, необходимо финансирование. Государство помогут, я надеюсь, что помогут. Самое главное – мосты. Самое главное. Вы начали уже их делать? Да, я сам своими руками это все сделал. Надо балками, а железные не получается, не разрешают, потому что здесь летучих мышей очень много. И из-за этого мы деревянные делаем. Не зря интерес отдыхающих и спелеологов к этому месту растет с каждым годом, ведь пещеру можно назвать поистине удивительной. Необычайно красивая прилегающая к ней территория. Здесь есть даже водяная мельница. Все это привлекает не только отдыхающих, но и местных жителей. Сария Смыр, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В период с 2012 по 2014 годы должностными лицами администрации города Сухум в список лиц, являющихся законными владельцами квартир в жилом доме по адресу город Сухум, улица Басария, номер 73, это так называемый Кривой дом, незаконно были внесены и другие лица, которые не обладали правом проживания в указанном доме. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Абхазии. По факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура города Сухум по материалам, поступившим из Управления экономической безопасности и противодействию коррупции Министерства внутренних дел Республики Абхазия, была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города Сухум по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 288 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Приказом генерального прокурора Республики Абхазия Руслан Тыркба, исполняющий обязанности прокурора города Сухум, советник юстиции, назначен на должность прокурора города Сухум. Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры. Весна не за горами, а значит, пришло время заняться садом и огородом. В Институте сельского хозяйства уже подготовились к началу сезона посадки. Каждый желающий может приобрести здесь саженцы. Какие растения нынче востребованы и что интересного могут предложить специалисты любителям садоводства, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Налы Мукба. Некогда экзотический фрукт киви появился в Абхазии в 80-е годы. Тогда в качестве эксперимента ученые Института сельского хозяйства завезли его в республику. Культура хорошо прижилась. И теперь можно сказать, что киви может стать серьезным конкурентом, к примеру, цитрусовым. Киви в Институте сельского хозяйства считают своим детищем. Здесь любой желающий может приобрести саженцы растения. Кроме того, работники расскажут о том, как надо правильно ухаживать за ним. Помимо киви в институте можно купить саженцы и других плодовых деревьев, к примеру, яблоневых или цитрусовых. Сотрудники стараются разнообразить ассортимент. Для этого привозятся различные семена со всего мира. Кое-какие здесь на месте мы потеряли, их утеряли в связи с, сами знаете, какие события. Но мы их находим в других когда-то переданных организациях, оттуда привозим сюда, здесь закрепляем и их сажаем в коллекционном саду. Наш директор выезжал на восток, в Китае был. Он оттуда тоже кое-какие сорта завез, потому что начало цитрусовых культур идет оттуда. В Институте сельского хозяйства тестируются растения, которые наиболее приспособлены к местным климатическим условиям. Покупателям предлагаются саженцы, прошедшие испытания. Дмитрий Сабекия более 10 лет работает в институте, заведует садовым центром. Цитрусовым посвящена кандидатская диссертация, над которой он сейчас работает. Так, к примеру, на территории института он занимается испытанием нескольких сортов мандаринов, культуры, более всего экспортируемой из Абхазии. Цитрусовых вообще очень много видов у нас произрастают, а из именно культуры мандарина 3-4 сорта. Это испробованный сорт мандарин уншу, широколистный называется. Потом есть японского происхождения мандарины. У нас уже
новые, более перспективные, но еще не внедренные в производство сорта существуют, как сорт Апсне. По словам сотрудников института, интерес населения к сельскому хозяйству растет. Покупают не только цитрусовые, но и другие культуры. Причем спрос есть не только со стороны розничных покупателей, но и оптовых. Поэтому в институте готовы сотрудничать не только с местными садоводами, но и крупными заказчиками. Нала Мукбатимур Гугохия, Абхазское телевидение. В селе Владимировка Гулрипского района отец Ираклий в одиночку взялся за восстановление церкви Покрова Божьей Матери, разрушенной во время Отечественной войны народа Абхазии. Ремонтные работы начаты с благословения главы Абхазской православной церкви отца Виссариона. О том, с какими трудностями сталкивается священник, расскажет Рената Шакая. Церковь постройки XIX века расположена в селе Владимировка Гулрипского района. Когда отец Ираклий взялся за ее восстановление, крыши не было, внутри стены заросли лианами, да и пол проваливался. Но чудом, а иначе сказать нельзя, сохранился величественный колокол. Ремонтные работы священник начал без какой-либо финансовой поддержки, но, как он говорит, с Божьей помощью. На территории храма отец Ираклий выкопал колодец, расчистил помещение и взялся за ограду, которую он выкладывает из огромных речных камней собственными руками. Там готово, там красиво получается. Так и тут, когда все это сложим, уберем все лишнее, что не надо там. Есть кирочка, молоточка, отбиваем, и еще есть булгарка, там щетку ставим, прочистим. После того, как отец Ираклий разработал проект и согласовал его с представителями управления охраны памятников архитектуры, районная администрация оплатила проектную документацию ремонта церкви. Несколько частных предпринимателей помогают, как могут, но ни денег, ни материалов на дальнейшую работу не хватает, да и помощников нет. Люди, которые, казалось бы, должны быть заинтересованы в восстановлении храма, молча наблюдают за нелегкой работой священника. Все рады, что вот начато как бы восстановление храма, ну вот, чтобы прийти, попросить отец Ираклий, дайте вам всем не поможем, такого не было. Чтобы работа по восстановлению церкви не остановилась, отцу Ираклию нужна финансовая поддержка, строительные материалы, да и простая физическая помощь. Ну, предстоит еще очень много работ и внутренние. Вообще там нужно сейчас шпаклевкой, сначала краской, все, а потом полы, иконостас. Вы знаете, в алтаре все это нужно. Это очень много денег нужно, и труда еще нужно, и времени, конечно, потому что это быстро не делается. Ну, потом снаружи уже вот много, вот видите сами, что тут делается. Жители близлежащих сел более 20 лет не слышали колокольного звона, но благодаря отцу Ираклию, который каждое утро, забираясь на полуразрушенную колокольню, бьет в колокол, появилась надежда, что в храме вновь откроются двери для прихожан. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Назван победитель конкурса на создание логотипа чемпионата мира по футболу под эгидой КАНИФА. Им стал преподаватель Абхазского госуниверситета, экономист Ираклий Черкезия. Как известно, чемпионат мира среди национальных футбольных команд, не входящих в ФИФА, пройдет в Абхазии с 28 мая по 6 июня. О процедуре награждения будет сообщено позже. Победитель получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей. В конкурсе участвовали более 100 человек. Отборочная комиссия, в состав которой входили спортсмены, художники, деятели культуры, отобрала 4 работы. Победитель же был определен путем голосования на странице Федерации футбола Республики в Фейсбуке. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, на территории Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.